Мы начинаем, друзья. Это турнир UFC Fight Night. Нэшвилл, Теннесси. Все внимание в зал, все внимание. Вот-вот в октагон. Асол Мабаев выходит на бой первым. И это бой открытия сегодняшнего турнира. Первый по счету. Его оппонентом станет Одди Осборн с Ямайки. Ну и расскажу про Асу. Он родился в местечке Жанатас в Жамбылской области. Представляет Тарас и Алматы, Казахстан. Прозвище Зульфикар. 29 лет, 17 побед, 2 поражения. Всего 19 боев таким образом. Из 17 победных 11 досрочные, 8 из них болевыми и удушающими. 4 боя выиграл в первом раунде. Одно поражение из 2 техническим нокаутом, и не кому-то, а нашему Тагиру Уланбекову, который, мы об этом сказали уже, должен был сегодня тоже на этом турнире выступить, но не сложилось. Помимо UFC, где Асу сегодня дебютирует, выступал он в M1 Global, в Brave, в Найза, в ACB Young Eagles, Fight Nights Global, Алаш Прайд и нескольких турнирах, таких менее крупных. Занимается ММА 16 лет, имеет высшее образование. Работал, было дело, не только был бойцом, но и работал в традиционном понимании этого слова на городском рынке. Кумиром считает Геннадия Головкина. Также Асу, чемпион Найза Fight Championship, был временным чемпионом M1 Global, является чемпионом Казахстана по джиу-джитсу, чемпионом Азии по джиу-джитсу, чемпионом мира по джиу-джитсу, чемпионом Казахстана по рукопашному бою, победителем турниров различных по ММА, по джиу-джитсу, по рукопашному бою, конечно же, как же может быть иначе. Побеждал в турнире восьмерки Алаш Прайд Селекшн под номером 10. Ну и представляет он на данный момент команду Дар Про, а ранее представлял команду Алаш Прайд. Оппонент? Да, сейчас великолепный абсолютно план. Вот так из-за спины Одди Осборна. Практически Оззи, но давайте будем все-таки именно вот этого ямайского кошмара рассматривать. Очень интересный спортсмен, экс-помощник преподавателя в учебном заведении, который как раз-таки фокусировался на своих занятиях не только на том, чтобы рассказать о математике или о теореме Пифагора, именно так говорит Одди. Я все-таки хотел им рассказать о какой-то прикладной истории, которая потребуется им в жизни. Как взаимодействовать с государством, налоги, их происхождение, как это работает и все остальное. И считает это очень важным и этим гордится, так как работал именно еще совместно с полицейским отделом, да, и преподавая в школе совсем молодым ребятам. Очень талантливый парень, имеет свой подкаст, очень способный. Настаивал на том, что победная серия в других организациях у Асу — это, конечно, прекрасно, но любой поединок, в частности, первый поединок дебютный в UFC, это совершенно иной уровень, и ему здесь придется очень много доказывать. Отдавал должное тренеру в своих интервью предматчевых, рассказывал о том, что тренировки у него настолько крепкие, что соответствуют вот этой классической пословице, мол, тяжело в учении, легко в бою. До 10 километров в день пробегает. Так называемый пурпур, выражаясь языком бразильского джиу-джитсу, он обладатель именно этого пояса, чемпион XFO. Да, вот как раз работал уже ассистентом учителя, трехкратный чемпион штата по борьбе. И, как вы видите, есть победы нокаутом, и 7 из них как раз в первом раунде. То есть очень высокий показатель зрелищности у этого спортсмена. И сегодня он способен произвести впечатление, способен, конечно, задать хорошее начало сегодняшнему турниру в целом. Дать огня, да. О, вне всяких сомнений. Почему-то мне и казалось, что вот эти парни зажгут сегодня по-хорошему. Ladies and gentlemen, we are live from the Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee, for UFC Fight Night. Sandhagen versus Font. And now, this fight is 3 rounds in the UFC Flyweight
division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record, 17 wins, 2 losses. He stands 5 feet 4 inches tall, weighing in at 125 and 1/2 pounds. Fighting out of Almaty, Kazakhstan, Asur Zulfikar Almabayev. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding professional record, 12 wins, 5 losses, 1 no contest. He stands 5 feet 7 and 1/2 inches tall, weighing in at 125 and 1/2 pounds. Fighting at Las Vegas, Nevada, by way of Milwaukee, Wisconsin, O'Day, the Jamaican sensation, Osborne. And the action begins. Our referee in charge, Gary Copeland. Первый бой. UFC Fight Night. Вашему вниманию, друзья, наилегчайший вес Одде Осборн против Асу Алмабаева. Поехали. Сразу активно Алмабаев вступает в этот поединок. Да, тут же показывает, что я сюда не отбывать номер явился. Начинает с лоу-кика. Да, и по шажкам, как Осборн подкрадывается, потихонечку поддавливает Алмабаева, и тот вынужден вот такими ударами отстреливаться. И постоянно в челноке, постоянно в движении. Конечно, понятно, что это и вес соответствующий, который располагает и предрасполагает к тому, чтобы двигаться много. Но мы, мне кажется, в шаге от какого-то взрыва. Ну, очень хочется на это надеяться, потому что если его не произойдет, ну, бой будет не таким ярким, уж как минимум. Одде повыше, на 7 сантиметров по официальной информации, а вот размах рук аж на 20 сантиметров больше. Отлично Алмабаев здесь зашел. Да, хорошую бомбочку такую закинул с правой руки. Неочевидный оверхенд. И опять хождение, опять поиск вот этой удобной дистанции, поиск удобной позиции для нанесения урона. Ну, вообще рассуждали мы с тобой о том, насколько удобны парни как соперники друг для друга. И вот сейчас, потому что я вижу, думаю, Осборн все-таки для Алмабаева не слишком удобен. Здесь и рост, и размах рук, и... Да банально то, что он левша, уже должно создать определенные неудобства. Асу, но он неплохо идет в ноги. Хотел по 2, в итоге под 1. На канвасе оказывается Осборн. Побороться, да, вот так на соперника пойти. Это то, что нужно сделать, и Асу это делает. Молодец. Побить. Это следующий шаг. Ну, там закрывает гард, кстати, Осборн. Может быть, и если Асу сразу хотел таким наскоком кавалерийским пройти вперед, обойти ноги, это может создать неудобства. Здорово. Хорошая попытка поработать локтем со стороны Осборна. Полный порядок у него с джиу-джитсу. И как раз он находится в той самой позиции, в которой находятся джитсеры, откуда все комфортно и привычно. Но Алмабаев моторный. Очень моторный парень. И даже здесь чистота у него абсолютно понятная и такая достаточно регулярная, с которой он наносит эти удары. Да, и он очень неплохо вот так, добавляя себе амплитуды, поднимается. И надо, да, от головы оппонента Алмабаева отойти, что он тоже делает. Тоже не позволить себя поджать, а наоборот добавить себе дистанцию. Вот, для таких размашистых ударов, мощных. И коленями можно тоже попробовать побить, но это не слишком сподручно. А насчет джиу-джитсу, ну, это ММА же все-таки. Здесь и бить можно. А Сута как раз бороться пока не очень хочет. Треугольник пытается набросить Осборн. Вот о чем, неужели? О чем и шла речь, что расслабляться нельзя. Действительно, я согласен, что ни здесь в коем случае. Тотальный контроль над всем, что происходит. Молотки полетели с левой руки от Алмабаева. Очень хорошо он пока контролирует все происходящее. Пытается сделать свип Осборн, но нет, не выходит. Алмабаев удерживает его, не дает отползти буквально от себя ни на сантиметр. Поджимает, но вот если Осборн так дальше будет смещаться в сторону сетки, может быть, это даст ему надежду на то, чтобы подняться. Но смещаться еще очень далеко. Я бы еще отметил, как Алмабаев, поработав в стойке, поперемещавшись, прочувствовав оппонента такой, думаю, ну, надо попробовать и борьбу. Что здесь? И сняв
вот эту пробу, он понял, что... И как мы, собственно говоря, с вами и видим, что не получается встать Осборну. А это значит, что потенциально то же самое можно будет проделать, провернуть в следующем отрезке. И здесь видно работа не на статистику. Здесь работа на попытку попасть, на урон, на досрочку. Нацелен очень сильно Асол Мабаев. Притягивает это очень фанатский интерес к нему, вне всяких сомнений. Несомненно, да. И, кстати, вот количество ударов. Но тут, красноречиво, в общем. Тут, да, фактически разгром. Без малого в 4 раза больше их у Алмабаева. И это для него замечательно. Боковой контроль, кстати. Выходит он за нашими рассуждениями, обходя ногу. Очень здорово. Локти полетели. Там рассечение появилось, я так понимаю, под левым глазом у Оде. Я думаю, вот такими ударами локти Асу посодействовал. Если действительно оно там, ну, к сожалению, нет, не видно. Это все-таки у Асу, значит, потому что я увидел следы крови и не понял их происхождения. Да, видимо, это у Асу, потому что вот кровь на спину Оды как раз-таки капает. 20 секунд. Задушит ли? Тяжело из такой позиции. Но вроде как Ода не сдается. Как любопытно сейчас прихватил. И увеличивается угол. Нет, не получилось. С самого начала, и вот уже 20 лет у Bad City есть надежная тактика. И мы ее придерживаемся. В чем ее суть? Все просто. Тактика Bad City – это поддержка болельщиков. 20 лет Bad City делает ставку на фанатов спорта. Поэтому мы предлагаем лучший приветственный бонус и самые высокие коэффициенты. Регистрируйся в Bad City и стань частью нашей команды. Bad City. 20 лет делаем ставку на тебя. Every time he throw, left hand, right hook. Okay? I need that jab to start popping. Yes, sir. On the ground, everything should be getting up. I got you. Интересные советы дают Оде Осборну в углу. Не сдавайся, чаще используй хуки, используй левый удар ногой. К сожалению, только я не понял, имелся в виду мидл-кик или лоу-кик. Ну, может быть, оба удара. Я думаю, что все-таки по ближней ноге, чтобы немножко уменьшить перемещение оппонента. Плюс, там любопытный был вопрос. Ну, уснул. И я не совсем понял, что ответил Оди. Но, по-моему, он сказал, что да. Могу ошибаться. По крайней мере, внешний его вид красноречиво об этом как раз-таки говорил. Едем дальше. Следующий отрезок. Ух ты, вот он оверхенд. Из ниоткуда опять прилетает и не готов к этому удару Оди. Очень быстро Алмабаев, хайкик. Кстати, точно. Ну, чуть зацепив защиту. Снова под эту ногу идет Асу. Все, понял, он прощупал этот элемент. И как раз говорили в перерыве, что нужно работать в стойке, нужно подниматься Осборну. И вот сейчас как раз-таки казахстанский кошмар для него может случиться именно в борьбе. Но нет. По крайней мере, не сейчас. Пока нет, действительно. Здесь Асу поджимает, все делает для того, чтобы нагрузить оппонента. И, я думаю, используя вес собственного тела, стащить его вниз, но не получается. Снова хайкик. Ну, там не точно было. А вот оверхенд точный. Кстати, задел челюсть. Ух ты, вертушка какая. И тут же связка с проходом, но Осборн уже как будто бы готов. И сам встает в левшу. Очень быстро Алмабаев. Ты верно заметил, связки, которые он использует, по-моему, Ода далеко не всегда видит. Хотя успевает пока что уйти. Особенно вот от того ушира, который наносил Алмабаев в предыдущем эпизоде. Ух ты, ну проборолся все-таки. Да, получилось. Переводит на канвас Асу. Напористость. Я понял то слово, которое стоит ассоциировать с Алмабаевым. Вот что мне нравится, вот что меня притягивает именно с точки зрения зрелищности у Алмабаева. Он напористый. И вот, кстати, опять же, это параллель с Умаром Нурмагомедовым. Там давление, это постоянное давление. И вот здесь опять даже работая в гарде, опять же, есть ощущение того, что Алмабаев будет увеличивать это давление, будет чего-то добиваться. И постоянно это совмещает с ударами, которые наносит. Ух ты! А вот здесь! Забирает спину, закрывает замок Асу. Молодец, это было молниеносно.
не побоюсь этого слова, для особенно Оды Осборна, который почти встал уже с канваса, но не получилось, отдал спину. И вот так Асу уже выходит на удушение. Очень опасно. Сейчас тревожный момент. За 2:30 до окончания второго раунда. Сорвет руку. Да, снимает. Сейчас надолго ли. Там все-таки сечка у Алмабаева. Сейчас будет размягчать, здесь набрасывать по голове удары и опять отправляться за удушающим приемом. Там еще и треугольник на корпусе есть, но это временно. Сейчас опять просто заправленные крюки. Все правильно делает Асу. Пытается выйти. Вот. Осборн, не получается ничего. И вот это может быть, собственно говоря, все, потому что не знаешь, снимает он руку. Ты знаешь, нет, тут пока, наверное, такой болевой на челюсть больше идет, нежели удушение. Стучит. Все. Стучит Осборн. Все, дамы и господа. Молодец Асу, он не откладывал в долгий ящик. В общем, как мы и прогнозировали. Был настроен на то, чтобы финишировать оппонента досрочно, что и сделал. А это дорого стоит. Вот по ощущениям этот парень может создать большое количество неприятностей топом дивизиона. А я думаю, кстати, после такой победы над опытным, над хорошим спортсменом вот такого уровня, как Оды Осборн, оппозиция будет в качестве для Асу Алмабаева улучшаться и увеличиваться. Шикарный внутренний зацеп, выведение из равновесия, тут же сверху. И все как будто по методичке здесь было сделано. Шикарно, своевременно и очень точно. Да, пурпурный пояс, которым обладает Отда, сегодня с двумя, кстати, полосками ему не помог. Да, это правда так. Можно, в принципе, его отдать сейчас Асу Алмабаеву. Ну, можно просто никому о нем не рассказывать. Что вот он у меня есть, а, знаете, нет, я... Когда будет черный, тогда всем похвастаюсь. Но камеры все зафиксировали. Здесь вы видите тоже достаточно известного персонажа, казахского тренера, который был когда-то в команде Eagles. И вот Зульфикар счастлив. А мы видим статистику. Но если бы так дело и пошло, и вдруг Асу не задушил своего оппонента в концовке, фактически, второго раунда, и статистика бы развивалась вот такими шагами, как мы наблюдали, я думаю, он бы все равно победил. Но, конечно, по мнению судей. Единогласно, скорее всего. Кстати, сечка у Асу достаточно глубокая, и в том числе из-за нее очень хорошо, что он победил досрочно, потому что, скорее всего, именно в нее, в эту сечку целил бы Отда, она бы увеличивалась, и кто знает, чем бы дело закончилось. А так, досрочная победа, громкая заявка о себе в дебюте. Очень-очень большое будущее. Интересно все-таки, кого дадут следующего соперника. Насколько вообще скоро готов Алмабаев выступать еще. Но я думаю, что очень-очень заряжен и все в порядке. Ну и Казахстан Алгай, естественно. Что же еще? Как же без этого? Referee Gary Copeland is going to stop this contest at 3 minutes, 11 seconds of the second round. Declaring the winner by submission due to a rear naked choke, Asur Zulfikar! Поздравляем Алсу Зульфикара Алмабаева с этой победой. Большой молодец. UFC newcomer and the victorious Asur Almabayev. Asur, you've got to be pretty happy with that. You came here, UFC debut, you got the choke in the second round. Congratulations. UFC, I'm new star, flyweight division. Allah Kazakhstan, I'm Zulfikar.